действий. И действительно, все самые крупные танковые сражения он принимал непосредственно участие в них. Что замечательно, и что не было отмечено, что именно его войсковая часть, она принимала окончательное, замыкающее участие в окружении немецкой 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. Взамен, так сказать, в пользу высвобождения данной блокировки немецкой, Гитлер не кого-то послал, а он послал своего самого главного танкового теоретика и практика, маршала Манштейна, который лично руководил операцией разблокировки немецко-фашистских войск, окруженных под Сталинградом. И в этих боях участие против асов, танкистов и, в общем-то, первоклассной танковой немецкой техники принимали участие танки, модернизированные танки Т-34. Вот здесь насчет модернизации тоже хочу подчеркнуть. Почему? Потому что именно Георгий Константинович Жуков настаивал на продолжении, и Сталинградский танковый завод даже в годы боев продолжал выпуск. Идеи генерала Асланова помогли нам упростить технологии совершенствования, создания танковой техники, убрав второстепенные элементы, не имеющие большого тактического значения, но почти до последнего дня танковый завод выпускал танки и производил ремонт подбитой нашей боевой техники. Что еще хотелось бы отметить? Дело в том, что какая-то некоторая, вот вы понимаете, я вот сегодня прочитал список, там менее 50 человек. Ну, возглавляет, конечно, Леонид Ильич Брежнев, который 5 раз был героем. Мы знаем, за какие успехи. На втором месте, конечно, Никита Сергеевич Хрущев. Ну, а с третьего уже места, начиная, там боевые были генералы. Вот. Начинает его Покрышкин, Кожедуб и так далее. Генерал гвардии, генерал Асланов, он находится в списке дважды героев. Хотя при жизни вторую звезду героя он не носил. Но на памятниках, которые стоят ему, есть 3 памятника основных. Ну, во-первых, сегодня были возложены цветы к мемориальной доске, которая находится на Мамаевом кургане, посвященная именно ему. Второй памятник – это в городе Ленкоране, где находится и музей его памяти. И я считаю, что особенно вот молодежи следует, и у кого какие-то есть воспоминания, какие-то материалы, необходимо дополнять и передавать этому музею, где, в общем-то, необходимо вообще сконцентрировать его, понимаете,
именно полководческий талант. Ведь были случаи не просто, когда он перешел с танка и возглавил группу, разблокировали наши группировки в составе